Вы знаете, сегодня мы решили сломать привычную верстку нашей программы и начать ее со спорта. Наверное, вы удивились и спросите, почему. А потому что в последнее время наблюдается дефицит положительных эмоций, а регбисты Татарстана, и не только они, решили нам их подарить. Казанская «Стрела» стала серебряным призером чемпионата России по регби-7. На самом деле это грандиозный успех. Это произошло впервые в истории этого вида спорта в Татарстане. Но справедливости ради отметим, в 1993 году команда «Стрела», которую тренировали тогда Алексей Песошин, сегодня премьер-министр, и Александр Салтеев, выиграла Кубок России по регби-лиг или регби-13. Не вдаваясь в детали, поясню, это другая разновидность регби. А в 1995 году «Стрела» стала чемпионом России по регби-лиг, после чего удерживала лидерство еще 5 лет. И вот теперь наша команда – серебряный призер чемпионата России по регби-7. Славные традиции продолжаются. Взобраться на спортивный подиум – великое достижение. Но еще сложнее – оставаться на нем на протяжении многих лет. Секретом успеха могут поделиться татарстанские лыжники. В 6-й раз в своей истории и 5-й сезон подряд сборная Республики Татарстан стала обладателем Кубка России. Как отметил президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев, по-татарски 6 «Алты» и «Золото Алтын» созвучны. Получается «Алты Алтын». Шестикратная золотая команда страны, наши лыжники. Давайте порадуемся вместе с нашими потрясающими спортсменами. Нам сказали, вот это Орда, вот это флаги, вот это вот. Мне кажется, вас, говорит, вот это все вдохновляет. Без болдрабас, мы можем, мы вместе. Лыжники Татарстана все чаще приучают друзей-соперников к этому знаменитому своему лозунгу «Без болдрабас, мы можем». Все громче и отчетливее звучит в Тюмени, Красногорске, Хакасии, Сыктывкаре и здесь, в Кировске и Мурманской области, на этапе Кубка России, где должен определиться победитель в командном зачете. Кто им станет, на самом деле большой интриги нет. Сборная Татарстана с большим отрывом идет на первом месте, поэтому в словах президента Федерации лыжных гонок Республики Ильшата Фардиева есть и гордость, и чувство удовлетворенности от хорошо проделанной работы. Лыжники Татарстана, и ребята, и девушка очень сильные. Мы этим гордимся. Это наше достижение, это достижение всей команды. Так что мы приехали за кубком. 3, 2, 1! Республика Татарстан! В 6-й раз в истории и в 5-й раз подряд Кубок России достается сборной Татарстана. У спортсменов принято говорить: стабильность – признак мастерства. И в данном случае мастерство – это не только самих лыжников. У нас действительно в этом сезоне подобрался очень сильный, можно сказать, звездный состав, но и тех, кого принято называть сервисменами. Большой штат обслуживающего персонала, администраторы, техническая служба, массажисты, врачи. Все те, кто отвечает за подготовку лыж, и, конечно, болельщики. Татарстан Алга подбадривает наших спортсменов на трибунах. Друзья, соперники уважительно шепчутся. Татары опять привезли мощную команду. И как с ними бороться? Известный лыжник, олимпийский чемпион Калгари Михаил Девятьяров не без восхищения замечает: команду из Республики Татарстан всегда слышно и видно. Команда Татарстана выделяется, конечно, всегда. Самое главное, клуб болельщиков с флагами. Всегда болеют за своих, кричат. Какие мы желаем, куда мы хотим сборы, все выполняется. Спасибо Фардиеву Ильшату Шейховичу за огромную поддержку, помощь финансовую, моральную. Больше всего я благодарен тому, что когда у меня были какие-то проблемы, меня поддержали. И сейчас я с радостью показываю хорошие результаты. Мы одна большая команда, и мы поддерживаем, мы делаем все, что мы умеем, и это очень здорово, что так получается, и это заряжает всех. В сборной Татарстана собрались сегодня самые честолюбивые и амбициозные лыжники и лыжницы России. Успех в командном зачете Кубка страны для многих важный, но уже пройденный этап. Каждый из них мечтает добиться результатов и в личном зачете, побороться с нашими корифеями Большуновым и Непряевой. Расцениваю свой сезон на 4, но тренер дал оценку 3, сказал, что есть к чему стремиться и много работать. Есть к чему стремиться и казанской «Стреле», хотя нынешний результат на чемпионате России по регби-7 можно расценивать и как прорыв.
Год назад казанцы были только 4-ми, в этот раз сразу стали серебряными призерами. Девиз нашей команды «Ур-бас», что в переводе с татарского «Коси и дави». Эти кадры были сняты в Сочи. Здесь казанская команда, одержав победу над регбистами из Подмосковья и Санкт-Петербурга, уступив лишь пензенскому «Локомотиву», взяла заслуженное серебро чемпионата России. И не в классическом регби, а в регби-7, более сложной его разновидности. Раз, два, три. Сами спортсмены благодарят как болельщиков, так и руководство республики за всестороннюю поддержку. Без их поддержки, понятное дело, что этого ничего не было, потому что все это требует определенные ресурсы, и благо эти ресурсы работают, дают результат. В конце концов, всегда тяжелый труд вознаграждается. И в этом году, пусть он вознаградился 2-м местом, я думаю, в следующем году мы будем чемпионами. Впереди небольшой отдых, и снова на тренировочную базу игроки начинают готовиться к матчу с Енисеем. Таковы спортивные будни. Успех, короткое мгновение счастья, а за ним игры, тренировки и тяжелый и честный труд. Тимур Бекмурзин, Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов и Роман Фенин. 7 дней.